200 добровольцев прибыли в Грозинский аэропорт. Совсем скоро они отправятся в зону СВО. Традиционно провожают бойцов официальные лица республики. С напутственными словами к добровольцам обратился председатель парламента Магомед Даудов. Бойцы, как вы сами знаете, с территории Чеченской Республики с начала специальной военной операции отправлено более 5000 наших бойцов, добровольцев. Их переподготавливали, обучали в Российском университете спецназа. От вашего имени также хотелось бы поблагодарить инструкторов Российского университета спецназа за ту работу, которую они с вами провели. Довольны все? Бойцы, также от вашего имени хотелось бы поблагодарить Общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, лице президента Аймани Несииной за ту неоценимую помощь, которую с начала военной операции на территории Донбасса и Украины проводит Общественный фонд. Обратился к бойцам вице-премьер по силовому блоку Абузаид Висмурадов. Он пожелал им удачи и возвращения домой живыми и здоровыми. Салам алейкум. Мы желаем вам удачи, берегите себя друг друга. Победа за нами, иншаллах, мы победим. Удачи вам, ребята. Мы будем ждать вас живы и здоровы, чтобы вы вернулись. Ахмад! Аллаху Акбар! Среди добровольцев есть не только жители Чеченской Республики, но и из других регионов. Каждый из них прошел двухнедельную подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе. Подготовка проходила здесь, профессионально нас обучили. Русь спецназ университет нас подготовил. Также подготовились к стрельбе, к медицине и к дальнейшим работам. Настрой у меня боевой, так же как у моих товарищей. Так что мы не сомневаемся в нашей победе. Среди добровольцев и бывшие члены ЧВК «Вагнер». Сейчас они едут на СВО в составе спецназа «Ахмат». Уже не первый раз еду на СВО. Первая командировка была от частной военной компании «Вагнер». Сейчас еду от Ахмата. Вот. Все понравилось, отношения, цивилизация, как бы, и менталитет. Ну, кто-то уже едет не первый раз, я с ними знаком, как бы, я рад, что я нашел общих знакомых, короче, и мы им все равно дадим жару, сейчас приедем, вот. Кто, если не мы? Конечно, все верят в нас. Есть среди добровольцев и совсем молодые. Несмотря на возраст, они обладают большой смелостью и решительностью. Короче, ассаламу алейкум, давайте. Погрузка в самолет полностью завершена. Через считанные минуты 200 добровольцев отправятся в путь, чтобы вскоре присоединиться к боевым товарищам и вместе сражаться против украинских нацистов. Абдулла Батаев, Имам Юсупов, Неделя.